Сегодня в рамках проекта «Открытое правительство» на вопросы журналистов ответил председатель Комитета печати и массовых коммуникаций Юрий Федаров. У представителей республиканских СМИ накопилось много вопросов. Говорили о развитии остинской журналистики, дефиците журналистов, пишущих на родном языке. Обсудили и ценовую политику на подписку. Подробнее Галина Григорян. Журналисты ждали давно, вопросов накопилось много. В первую очередь всех интересовал вопрос сохранения подписок на республиканские газеты. Юрий Федаров подчеркнул важность вопроса и отметил, что в этом направлении уже активно ведется работа. И итоги уже есть. На данный момент в республике выписывают журналы и газеты уже более 40 тысяч человек. В эпоху гаджетов сложно упросить людей подписываться на газеты. Согласитесь, но я вас уверяю, Северная Осетия единственная газета вообще в регионе, которая практически сохраняет. У нас 15 тысяч где-то в среднем подписка, тогда как в соседних республиках 3-4 тысячи. Это главное. Не менее актуальной, по мнению Юрия Федарова, является проблема кадрового голода. На сегодняшний день СМИ испытывают острый дефицит журналистов, говорящих и пишущих на осетинском языке. С этой целью решить проблему и создали профильную кафедру на факультете журналистики. С Южной Осетией у нас налаживаются очень хорошие контакты. У нас прошло 3 встречи прошло, или даже, нет, 3. Один раз мы ездили в Южную Осетию, дважды они приезжали к нам, и был заключен договор о взаимодействии, чтобы информация из Южной Осетии публиковалась в наших средствах массовой информации. Вы знаете, в газете «Рашсенат» проходят публикации. Национальное телевидение дает по средам тоже телевидение Юго-Осетинского госуниверситета. Еще один важный вопрос – это цена на подписку. Журналисты взволнованы, и повод для этого действительно есть. После того, как Почта России подняла цены на свои услуги, многие издания стали недоступны для простых читателей. Как будет складываться ситуация, не может дать ответ и профильное ведомство. Но, по словам Юрия Федарова, работа в этом направлении уже ведется. Кроме того, Юрий Федаров рассказал и о взаимодействии, которое будет вестись с журналистами Южной Осетии. Кадры, которые пишут на осетинском языке, их просто в природе нет. Не просто вычитать текст, прочитать уже не могут. И что с этим делать? Что с этим делать? И опять-таки скажу, что глава республики мне и Фатиме Сусланбековне Хабаловой дал задание: давайте на факультет журналистики осетинской дополнительно за счет бюджета дополнительные места откроем. И сейчас в первый год 5 человек было принято на журфак осетинский. Сейчас опять, то есть эта задача главнейшая. Диалог получился конструктивным и своевременным. Напомню, что по данным Комитета по делам печати и массовых коммуникаций сейчас в республике 96 СМИ и более 60 из них печатные издания. Галина Григорян, Сергей Коглоев. Новости Осетии.